Уже посветлело. Я-то тут с ума схожу, сижу в этом. То пою, то еще что делаю. Спать хочу, не выспался я сегодня. Надо покушать. Не знаю, становимся, нет. А так я пока изучаю, тут читаю все. Мануал. Приеду в Чувашию, буду бульдозеристом. На пользу республики работать, трудиться. Ездить буду. Щедро выпишут мне трактор. Будет здорово, мне понравилось. Новая профессия будет. Здорово. Вот, заехали позавтракать. Завтрак, солнышко вышло, тепло стало, хорошо, согрелся чуть-чуть. Вот. Все, сломавшихся сняли до Винтиана 20 километров. Сейчас, наверное, тоже, может, здесь скинусь или дальше, даже не знаю. Ну все, братуха уехал. До Винтиана 18 километров. Ну, чуть-чуть осталось, как раз добью. Поеду. И вот снова я в седле. Все равно лучше седла ничего нет. Сейчас надо найти кафешку с Wi-Fi, пообедать, зайти в каучсерфинг, написать, найти ночлег, может, кто отзовется, надеюсь. Нужно отдохнуть, у меня нет сил. Устал морально и физически. Надо развеяться чуть-чуть. Винтиан находится в равнине. На равнине. Такое ощущение после гор, как будто велосипед сам едет, ей-богу. Педаль крутанул, велосипед сам едет. Контраст такой. Все, скоро буду в Винтиане. Здесь уже кипиш. Ну вот и река Меконг. Я выехал вот на набережную. На той стороне уже Таиланд. Скоро я там буду. Вот, ищу кафешку, нигде нет Wi-Fi. Нигде нет Wi-Fi. Вообще тут проблема с этим. Мне только Wi-Fi нужен. Что там смысл сидеть там, что-то покушать? Надо загрузить серии еще. 4 серии у меня на очереди. Сейчас найдем. Стою на площади. Сейчас вот сфотографировали меня ребята, мои American Friend из Колорадо. Красавчики вообще. Меня сфоткали. Тут много иностранцев вон ходят. Фоткаются. Ну, сейчас, не знаю, потусуюсь здесь и поеду дальше. Посмотрим, может, и сон надо постараться, надо найти, отдохнуть. Если не найду, коль дальше поеду. Сейчас прокачусь кружок здесь. Я смотрю, тут Билайн все захватил. В Лаосе. Фонтаны не работают сегодня, воскресенье. День тихий сегодня, отдыхают все.
Вечерком все выйдут, сейчас жара. Ну вот, тут вся площадь, она очень маленькая. Город вообще сам какой-то маленький такой. Ничего толком нет, Wi-Fi нет, я не знаю. Иностранцев много ходят. Ну как, но зато как-то все по-простому. Нет только полиции, тут не ходит. Мало где-то сидят. В Китае бы здесь было бы 50 на 50, половина туристов, половина полицейских. Здесь как-то все спокойно, по-простецки. Вот сейчас палку мясца возьму за 10 тысяч, ну примерно 80 рублей. А то, говорят, мне мясо надо, белки кушать. И поеду на пляж Меконга. Вот сидел я, кушал тут мясо, что я взял. Смотрю, идет он там вот по тротуару парень. Я такой сразу чухнул, что это, короче, наш чувак. И вот Артем сидит. Артем, автостопщик, путешественник. Земля, кстати, из Кировской области, из Яранска. Это совсем рядом. Я там не был, конечно, но это совсем рядом. Вот. Так что передавай, Артем, привет нашим землякам. Пожелания. Ну вот, пообщались сейчас. Он меня направляет в хостел, потому что, я не знаю, мне нужно отдохнуть после гор. Все-таки, говорит, за 5 долларов. Я думал, намного дороже. 5 долларов, ну, можно пару дней отдохнуть, постираться, посидеть в интернете и закачать, наконец, серии. Правильно? Так что вот. Гости здесь еще. Только вроде не Таиланд еще, но что-то я уже подозреваю тут нечистое дело. Короче, все, с Артемом мы стали как друганы теперь. Показал он мне хостел, кауч упорно молчал. В общем, хостел обошелся в 5 долларов. Ну, я думаю, немного. Мне нужно отдохнуть все-таки, ради этого можно. Вот, сейчас вышли на закат. Вот, кстати, мой американский друг, он тоже здесь. Тут, короче, большая деревня, все в одном месте тусуются. Вот. Сейчас закат. Там движуха. Солнце спало, все выползли, как муравьи. Надо будет... Там ставят, короче, была еще дискотеки всякие устраивают. Ага. Ну, я не знаю, какие сегодня планы вообще. Надо покушать будет сходить. Покушать. Мне нужно отъедаться. Вон шея какая худая стала, я даже вижу по камере. I need dinner. Yeah. Вот так вот. Такая популярная. Не знаю. По мне так удобно. Perfect Sky. Ну вот, с Артемкой мы пришли, нашли какое-то место. Иностранцев тут тьма тьмущая, короче, одни иностранцы. Тут центр Лаоса, одни иностранцы. Тут нет местных. Сейчас взяли риса чуть-чуть с мясом, тут с курицей. Надо мне отъедаться, срочно. Отъедаться, завтра буду отдыхать. Сейчас еще надо поснимать в хостеле, там много интересных ребят из Германии, из Англии. Велопутешественник там из Британии, кстати. Надо с ним тоже снять, его снять, пообщаться. Ладно, кушаем. Да, вот идем с Артемом тут по набережной. Общаемся, наслаждаемся русской речью, да? Разговариваем. Дорвались хоть мы. Да, по-русски разговаривать. А то давненько такого уже не было. Уже сколько, месяц там с лишним прошел. Последний раз, когда я разговаривал.
Я тут что, короче, заметил, тут трансвеститы уже появились. Хотя еще не Таиланд, но я уже вижу, там какие-то намазюканные парнишки выходят. Вот, уже учатся. Они уже тут с детства, видимо, начинают. Не знаем причину. Сейчас поели, ищем, короче, банана. Надо доесть. Поели, но мало. Опа. У меня сил так нет, я бы им показал. Показал бы, ставил бы, но у меня нет сил. Показал бы. Ну вот мы все, в хостеле лежим. Сейчас будем спать. Тут внизу немецкие ребята, вот он из Швейцарии. А там подо мной из Германии. Спят. Ладно, все, до завтра. Yeah, but it takes a long time to find this solution. Yeah, for me it's just, I know in 3 days I have to be in Bangkok. So it would be nice if I don't lose another day. Yeah. Because I just booked the night train and then I don't care when I get. It's only fair. Ну вот, проснулись. Ну, проснулись мы давно, я же уже завтрак снимал. Что-то у меня этот... Ой, зачем я... Вот, пришли на пляж Миконский. Песок вообще горячий-горячий. Сейчас искупаемся. Вода там такая мутненькая. Грязненький Миконг, конечно, здесь уже в среднем течении. Не так, как в горах. Ну ничего, искупаться надо. Оба! Да, жижа здесь неплохая. Стоишь и просто проваливаешься. Все. Пошли. Ладно, погнали. Теперь сохнуть. И обратно бежим. Нормально. Ох, Новый год же скоро, друзья. Елочка вот это напоминает. Прям чуть не прослезился. Мы прям тут с Артемом загрустили. Вот мой конь стоит, кстати, и тут два велосипеда еще у путешественников. Я с ними не общался, правда, что-то не пересекся. Они из Швейцарии, парень с девушкой. А вот мой боевой конь. Да, знатные аппараты. Он ресепшн. Че, пойдем, Артемка? Наверх. Тут такое расположение интересное. Планировка здания, лестницы тут идут как этим, бесконечностью, восьмеркой. Но туалета на нашем этаже нет. Туалет находится на 3-м этаже, на этаж ниже надо спускаться. То есть это целое мероприятие, чтобы сходить там по маленькому. Вот здесь 2 душа там. Вот. Жалко, что там никого не было, а то был бы прикол. Но видок у нас, конечно, с этажа просто восхитительный.
Просто восхитительно. Во. Все, лежу на кровати. Устала за сегодня, не выспался, как всегда. На отдыхе не могу спать, только в дороге. Вон там Артем сверху. Снизу парнишка с Швейцарии. Завтра едет в Бангкок на поезде, а оттуда самолетом домой. Он уже домой, а мне еще не скоро. Все. Отдыхать до завтра. Завтра в 7 утра на завтрак идем. Да, Артем? Как это завтрак пропускать? Мы тут как в армии, короче. На шканарях. Год, конечно, здесь жить я бы не стал. Даже в таких условиях, даже с таким завтраком. Даже если бы обед еще был. И ужин я бы все равно не стал. Вот. Ну все, до завтра.